Озвучивается часть статьи Ахмада Салпагарова «Страна Алан-Карачайлы» или Кара-Черкес на карте XVIII века. В статье исследуется французская карта, созданная в 1723 году и многократно переизданная в XVIII веке. Статья опубликована на персональном сайте А. Салпагарова в 2013 году, то есть статье Салпагарова 10 лет, а самой исследуемой карте уже 300 лет. Карта разоблачает многие антикарачай-балкарские, антироссийские исторические мифы и является важным документом для получения точных знаний по истории Кавказа. Представляю карту 18 века Гийома Делиля под названием «Карта стран, окружающих Каспийское море», на которой изображен весь Кавказ, в том числе независимая от Крымского ханства страна Алан-Карачай или Черных Черкесов. Она составлена в 1723 году знаменитым французским королевским картографом Гийом Делиль. В углу карты указано, что она исполнена на основании сведений, полученных от французских послов с перечислением их имен, грузинского князя Сулханарбелиани, русского царя Петра I. Без сомнения использованы европейские карты Кавказа предыдущих 15-17 веков. В XVIII веке Франция была мощной европейской державой, имевшая своих посланников и деловых людей в России, Крыму и Персии. Поэтому французские картографы имели общее представление о Кавказе. Но Гийом Делиль еще получил эксклюзивные сведения о Кавказе от очень информированных людей, от грузинского князя Арбелиани и русского царя Петра I, оказавшихся в 1723 году в Париже. Напомню, что с 1567 года основания крепости Терки на Кавказе и ко времени Петра I, то есть за 1,5 века, русские цари уже хорошо знали о народах Северного Кавказа. Из-за использования таких источников информации, как грузинский князь Арбелиани, русский царь Петр I и высокого профессионализма самого Гийома Делиля, карта Делиля считается самой точной картой Кавказа XVIII века. Она многократно переиздавалась в XVIII веке, в том числе знаменитыми голландскими картографами Джин Кавинсет и Корнелл Мортиер в 1742 году. Мы в нашей статье используем эту переизданную голландцами карту 1742 года. На территории нынешних Карачаево-Черкесии показана страна Алан, а территория Пятигорья и Кабардино-Балкарии обозначена как страна карачаевцев или черных черкасов. Большая часть нынешних балкарцев включена в число карачаевцев, а меньшая показаны отдельным селением Басияне или земля Басиян. Басияне, то есть балкарцы Черекского ущелья, в настоящее время расположены у границы с осетинами-дегорцами, но на карте Басияне помещены на север от карачаевцев и от Пятигорья. Полагаю, что тут нет ошибки, потому что этноним черкесы относился к балкарским князьям и узденям, а карачеркесы уже к карачаевцам. И какая-то часть басиян-черкесов жила в Пятигорье и потому помещена в Пятигорье, а не рядом с осетинами, как в настоящее время. Аланы показаны на территории нынешнего Карачая, КЧР и осетины показаны отдельно от Алан, на месте своего нынешнего расселения в Осетии. Карачаевцы-карачеркесы показаны на территории нынешних Пятигорья и Кабардино-Балкарии, то есть балкарцы названы карачаевцами-карачеркесами, а карачаевцы названы аланами. Страна Алан-карачаевцев выделена отдельным желто-зеленым цветом, как независимая страна, не входящая в Крымское ханство. Повторяю важное обстоятельство. Составитель карты Гийом Делиль в углу карты указал свои источники информации. Русского царя Петра I и грузинского князя Сулхана Арбелиани и французских послов в Персии. Страна Черкассия охватывает обе стороны реки Кубани, большей частью состоит из земель, населенных нагайцами, выделена красным и зеленым цветом и показана как территория Крымского ханства и обозначена как страна, зависящая от татарского хана. Однако, адыги, претенденты на тюрко-черкесскую историю и имя, исторически занимавшие малую часть татарско-ногайской Черкесии, а именно, небольшую область внутри треугольника Геленджик-Сочи-Майкоп, на карте вообще не обозначены, ни как адыги, ни как черкесы.
Страна кабардинцев показана в составе Крымского ханства и за пределами нынешней КБР, на севере от осетин, ингушей, чеченцев. На юге от страны Алан-Карачайлы показаны страна сванов и страна мингрелов, а на юго-западе страна абхазов, что соответствует их расселению и соседству между собой и с алан-карачаевцами. Карта Делиля, многократно переизданная в XVIII веке, показывает состояние и расположение народов и стран Центрально-Западного Кавказа перед падением Крымского ханства и перед русским завоеванием Северного Кавказа. Данная карта является исторической картой, составленной высококлассным профессионалом, в отличие от фальшивых карт наших современников или неточных любительских карт путешественников. Значение карты велико. Данная карта вместе с другими фактами разрушает фальсификации, созданные советской сталинистской историографией. Сталин, будучи нарком национальностей, а позже главой СССР, с 1917 по 1952 года, являлся идеологом и формователем фальсифицированной истории народов Кавказа. На карте карачаевцы показаны как карачеркесы, в то время как у адыгов нет ни одной исторической карты, на которой их этническая территория обозначалась бы как черкесы или как адыги. Точно так же и с осетинскими претендентами на аланство. Нет ни одной исторической карты, на которой территория осетин обозначалась бы аланской, так как территория Карачая обозначена страна Алан. Данная карта разрушает многолетние фальсификации истории, созданные по политическому заказу в стенах 5 научно-исследовательских институтов с большим штатом из Адыгеи, КБР, КЧР, Северной Осетии и Южной Осетии по присвоению Карачаево-Балкарской истории, то есть тюрко-аланской и тюрко-черкесской истории пятигорских Черкас. 717 года в Париж приехал Петр Ай, где он познакомился с Гийомом Делилем. А вот какие подробности сообщает ежедневник пребывания в Париже Петра Ай. 18 июля государь позвал к себе славного географа Делиля, очень долго с ним разговаривал о положении в пространстве своей империи, состояние которой лучше всех и подробнее ведал. Для вязчего изъяснения велел принести 2 карты начерченные, на которых показывал ему все границы, а особливо положение новой крепости против обуздания татар, извещая его при том, что во владении его уже больше 100 тысяч калмыков находится, что многие татары пришли в подданство. После сего шествия было в Академию наук. Тогда подарил он Академии наук карту Каспийского моря, совсем иного вида, нежели прежние карты, географами обоном изданные. Она принята была академиками с отменным удовольствием и чрезвычайным почтением, и тотчас признан он был почтеннейшим и знаменитейшим Парижской академией членом. Как видно из сообщения, Петр I снабдил французского картографа Делиля ценными сведениями об областях и народах у Каспийского моря, также подарил свою карту, а сам получил такие же сведения по другим областям и народам Кавказа. Теперь посмотрим на другого информанта французов. Это грузинский князь Сулхан Саба Арбелиани, который в 1713-1716 годах находился в Западной Европе с дипломатической миссией. В этот период он присутствовал при дворе французского короля Людовика XIV и вручил Гийому Делилю свои описания Кавказа и Грузии. В Грузии Арбелиани Сулхан Саба считают выдающимся писателем, ученым и государственным деятелем. Как видно, у него тюркское имя Сулхан. Известно также, что он вторым браком был женат на дочери турецкого паши, генерала Хампаши Атабага, и потому знал тюркский язык и без сомнения общался с жителями Северного Кавказа, бывавшими в Тифлисе. Как племянник грузинского царя и как член царского двора является самым информированным человеком по политическому окружению грузинского царства в начале XVIII века. В Париже он был в возрасте 53-56 лет, будучи уже зрелым, многознающим человеком. И поэтому у нас нет оснований сомневаться в его точной информированности о северных соседях Грузии и об их политическом статусе и территориях расселения народов, там проживавших. Поэтому мы уверенно утверждаем, что карта Делиля не ошибается и является точной, помещая Алан на территорию современного Карачая, а осетин показывает отдельно в другом месте, в нынешних местах проживания.